Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Улетела на Северный полюс. Начинаю сегодняшний выпуск с этих слов. Вон там у нас север. В общем, палатка улетела моя куда-то в ту сторону. Даже не знаю куда. Сегодня приехал порыбачить. От палатки нашел только дверь. Ну и пару веревок тут из кармашка вывалилось. В общем, палатка там стояла у меня. Хотел на выходных порыбачить, пожить в ней, ну погреться, чтобы печку поставил. В общем, печка там все лежит, труба отвалилась, палатки нету. Ее сдуло. Вот сейчас у меня не очень много топлива с собой, поэтому еду сколько смог, проехал по пути. Вот нашел, дверь отвалилась, там веревки, короче, самой палатки нету. Она как парашют, видать, улетела туда по ветру. И все с концами. Дальше не поеду, иначе домой пешком придется идти. Ладно, там у ребят есть вроде палатка какая-то, не знаю, что-нибудь придумаем, наверное, на выходных. Сегодня будем рыбачить так, значит. Плохо. Короче, вот так ее сдуло. Метров 300, вон там дверь нашел. Мешок от этого, от печки. Ну, сама палатка туда куда-то улетела. Вот. Ну, наверное, дальше по протоке. День у нас становится уже длиннее. Поэтому вот сейчас что-нибудь придумаем и будем рыбачить. Так, значит, у меня есть вот такой вот полог. Сейчас вот ее бревно бросил здесь. Поставил этот. Сейчас полог натянем. Вот, печку поставим, аккуратно растопим. Главное, чтобы сейчас бензопила отогрелась. Чтобы дров не маленько поширкать. Сегодня 40 градусов, поэтому все равно маленько где-то где обогреваться нужно. Будем выходить из положения так. Обратно же не возвращаться. Сюда ехать почти 3 часа. Ладно. Давайте приступим, посмотрим, что получится. Так, ну вот так у меня получилось. Хижина не дяди Тома, конечно, скажем так, якутянина, оставшегося без палатки. Ну, для одного дня сойдет. Для тех, кто интересовался турами в Якутии, именно экстремальными турами, то напоминаю, что есть группа ВКонтакте, в которую можете зайти, посмотреть. Там сейчас будут появляться весенние туры и летние.
Ну и знаю, что там есть еще также заморские зрители. Для них хочу сказать, что если будете приезжать на туры, то сразу знайте, что здесь нобле, комфортабле. Вот, как видите. Ну, в общем, заходите в группу, смотрите. Так, а если серьезно, то сейчас на выходных должен съездить на то место, куда мы планируем VIP-поездки на Таймене, Ленка. Поснимаю оттуда вот сюжеты, будем там базу обустраивать. Ну и в принципе можете уже бронировать места, потому что после Нового года, возможно, если будет подорожание, то и расценки поменяются. Бюджетные тоже есть как бы виды рыбалок. Вот можно вот здесь будет вот поставить несколько палаток вот на этой протоке. Сейчас пока там озеро рассматриваем. Вот. Для жителей республики, конечно, будет делаться скидка, исходя из того, что некоторые желающие, если есть, приезжайте своим ходом, берите свои продукты, кто там что пишет, все будем вычитать, и половина почти стоимости будет вычитаться только на эту. Там в основном половина от этой суммы это все транспортные, ребята, так что вы не думайте, что мы там позагнули туда-сюда. Нет, на самом деле даже на VIP рыбалку, которая вот ценник 150, там 120, извиняюсь, там транспортные очень много выходит, потому что все рассчитано самолетом, чтобы человек не переутомлялся в дороге, вот. Поэтому, якутяне, милости просим, кто хочет порыбачить, приезжайте, порыбачим. Вот. Расценки пишите вообще в личку, может быть, другие варианты всякие рассмотрим с вами. Может, кто хочет VIP рыбалку сделать, допустим, другой ценник. Давайте рассчитаем, что если хотите приехать дорогой автомобильной, такси, то давайте перерасчет сделаем. Если хотите приехать на своем транспорте, то пожалуйста, давайте сделаем перерасчет. Какие проблемы, да, тоже все возможно. Свои продукты, давайте свои продукты. Жилье в гостинице, в основном жилье в гостинице очень много берет, в Якутске очень дорого все. Поэтому все, до всего можно договориться. Пишите, заказывайте. О, печка заработала. Сейчас поставлю камеру, пущай снимает. О. Потом как тут нагреется, переставим. Хотя и сейчас можно переставить. Более-менее из столовой печки. Так, первая проверка, первая заброска. Весна пошла, блесна. Вот, да. Помню, что в прошлый раз здесь я поймал сразу окуня первый раз.
удар был. Не успел спустить, сразу удар такой. Мимо ударил. Ага, есть. О-хо-хо. Дубастая. Не помещается. Да что ты будешь делать, да? Ага. Есть такое дело. Вот такой экземпляр попался. Попался, который кусался. Так что так вот, друзья, приезжайте к нам в Якутию. Welcome to Якутия. Кстати, туда, куда поедем, там природа очень красивая. Там, горы создают свой микроклимат. И там не так холодно, как здесь. Там постоянно бежит речка. Ну, промоины везде есть, встречаются. И порой даже в них утки плавают зимой. Представляете, вот в это время сейчас. Поэтому там у гор свой климат. Окушок. Ну тоже неплохо, чё. О. О, окушок. Еще один.
Вот это акушара. Вот это карась. О, акушара. Так, давайте сейчас, пока камера совсем не замерзла. Там внешняя камера должна уже была отогреться возле печи. Я сейчас ее нацеплю, оденусь и попробуем походить, побурить и поискать рыбу. Потому что сейчас глухозимье, и она стоит, сильно не передвигается. Вот эту вот рядом, которая рыба была, вот я ее сейчас всю выловил. Пока еще есть время, немножко походим, половим, а потом я поеду домой. И сегодня вы увидите этот сюжет. То есть, когда вы будете смотреть этот сюжет, возможно, что у меня уже будет Новый год, потому что разница у меня с Москвой 6 часов. Я живу немножко в будущем, так скажем. Поэтому с наступающим вас, у кого еще не наступил. У кого уже прошел, тех с прошедшим. С Новым годом. Вот не может фотографировать. Итак, дорогие друзья, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Новым годом, пожелать всем счастья, удачи, успехов в этом новом году. Пускай все ваши планы и задачи, поставленные цели сбудутся, будут достигнуты в этом году. Пускай с прошлым годом уходящим все уйдет, все плохое. Вот. Хорошего настроения вам. Всех с Новым годом. Годом собаки, кстати, мой год. Думаю, мне повезет в этом году.
Насчет палатки я не очень огорчился. В принципе, рано или поздно это должно было случиться. Меня там уверяли ее, как бы меня не уверяли там в ее ветроустойчивых, так скажем, обтекаемых формах и способностях. Как видите, ничего не помогло. Палатка улетела. Уже, наверное, туда на пути к морю Лаптевых. Пускай там ее медведи поймают белые. Погреются. Дома сейчас идут приготовления. Итак, дорогие друзья, вот такой у меня сегодня улов. Вот что мне сегодня удалось поймать. Давайте посмотрим еще раз. Такая щука. Не знаю, килограмма 3 может. Неплохой окунь. Вот такой вот. Ну и 3 вот таких куска небольших. Вот. Ну, все наши планы порыбачить в выходные в теплой палатке накрылись вот таким вот столом. Сейчас я его откопаю. Буду собираться домой. Всех еще раз с Новым годом. Всем хорошего настроения. Как мне сейчас еще заводить снегоход. Сегодня, напомню, минус 40. Вот. Берем бутан и разогреваем. Сейчас газ разогреем, потом разогреем снегоход и заведем. Вот там осталось маленько углей в печке, буквально чуть-чуть, но этого должно хватить. Главное сейчас газ разогреть. Сейчас подкачаем маленько. И заведем.
Ладно, всем пока, всем удачи.